В сегодняшнем видео продолжаем полеты над Сыктывдинским районом Республики Коми, и нашей целью является Лезом. Лезом – это село на левобережье реки Сысолы, в 27 километрах от районного центра. Происхождение названия не совсем ясно. Возможно, от слова «луз», что значит заболоченный луг, небольшое травянистое заболоченное озеро, или лусом. Старица. Наличие старинного озера возле села подтверждает правомерность подобного допущения. Есть еще одна версия названия. Раньше дорога была проложена вдоль реки Сысолы, и возвышенность оттуда виднелась как в дымке. Отсюда «Лез», и стали называть поселение Лезом. Впервые оно упомянуто в Песцовой книге 1586 года, деревня Лозома, что был погост Лозома. Рядом с деревней располагался починок зыков. В обеих селениях имелось 8 крестьянских дворов, один из них был пуст, его владелец ушел безвестно. В 1608 году имелось 3 жилых и 3 пустых двора. Упомянуто только одно прозвище – Чиу. В 1646 году деревня, что был погост Лозомана, починок зыков, и новой деревне Спиридоновская было 6 жилых и 2 пустых двора, население имело фамилии Шелый, Черепахин, Конев, Патев. Несколько человек в 1630-1640 годах переселились в Сибирь. В 1678 году все 3 селения слились в одну деревню Лозом, где насчитывалось 7 жилых, 1 пустой двор и 20 жителей. Обитатели деревни носили фамилии Найденышев и Виталев. В 1719 году в деревне Лозом было 6 дворов, владельцы которых имели фамилии Симаков, Максимов, Туробов, Минин. В 1784 году население деревни Лозомской возросло до 25 дворов и 143 жителей, а в 1859 году здесь уже было до 60 дворов, 481 житель. В 1891 году открылась школа грамоты, в 1901 году – начальное училище, в 1903 году – библиотека. В середине 1960-х годов село было официально объединено с деревнями Вылыс-Грест, Артюб-Грест, Гыбот и Сычемвыл в один населенный пункт. В 1883 году в Лезоме была открыта первая начальная школа в частном доме Николая Осиповича Мелехина. Первыми учителями были муж и жена Павлушковы. Священник учил закону Божию, а уроки пения – псаломщик Петр Николаевич. Позднее, при Ватамановой Анне Михайловне и Соколовой Александре учащимися был поставлен первый самодеятельный спектакль о Сусанне. В 1925 году была организована пионерская организация. Под руководством физкультурника Мартынова Алексея Яковлевича, пионеры с комсомольцами организовали в Гыбоде хорошую спортивную площадку. Часто по вечерам, праздникам устраивали спортивные игры, футбол. В долгие зимние вечера собирались в домах и разучивали революционные песни, показывали фокусы, вели антирелигиозную пропаганду. В 1925-1928 годах жители села под руководством Симакова Василия Алексеевича и счетовода потребительского общества Кононова Семена Григорьевича построили новую школу, которая в 1942 году была переименована в 7-летнюю, а в 1958 году – в 8-летнюю. С 1992 года школа уже имела статус основной, 9-летней. В Вылыс-Грезде в начале века была построена часовня, в 1903 году началось строительство церкви. В 1937 году местную церковь закрыли. В 1964 году здание церкви было переоборудовано под клуб. Затем там разместились Дом культуры и библиотека. В 2009 году была произведена символическая закладка первого камня нового храма в честь первоверховных апостолов Петра и Павла. Теперь в селе есть храм.
В 1917 году в Леземе образовался первый комитет бедноты, который был переименован 24 июля 1925 года в сельсовет. В 1917 году была организована партийная ячейка. 25 декабря 1919 года – первая комсомольская ячейка, организаторами которой были учителя, сестры Ватамановы Анна и Василиса. После ухода организаторов ячейка распалась, а в 1925 году была вновь организована Симаковым Иваном Николаевичем. В 1919 году по Лезему прошла гражданская война, но село под Белыми находилось недолго, войска Красной Армии освободили село. Несмотря на трудные годы установления советской власти, послевоенное лихолетие село развивалось. Строились кузницы, конюшня, скотный двор, развивалась торговля. В 1956 году в селе была введена в эксплуатацию первая электростанция. Тяготы, выпавшие на долю народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не прошли мимо селян. Из села на фронт ушли 220 человек. Все они увековечены в книге памяти Республики Коми. 146 из них не вернулись с поля сражения. В селе установлен памятник погибшим воинам, там написаны имена всех погибших. В трудные годы войны, не жалея сил, женщины и дети работали на полях и лесозаготовках. Активно принимали участие в сборах теплых вещей и денег для фронта. С 1977 по 1982 год велись археологические изыскания в окрестностях села Лезем. Изучена площадь в 1344 квадратных метра. При раскопках обнаружены многочисленные свидетельства разнообразной хозяйственной деятельности, фрагменты керамических сосудов, кости животных и рыб, охотничьи и рыболовные принадлежности, ножи, пряслица. Здесь также занимались металлургией и металлообработкой. В одной из построек был найден очаг для плавки бронзы. В качестве сырья древние мастера использовали обломки медных пластинчатых изделий. В разъемных каменных моделях отливались украшения и бронзовые предметы. В сооружении найдены тигли для варки железа и плавки меди, производственный железный инвентарь, прокованные полоски железа, несколько литейных форм, прижимы и другие инструменты ювелира. Очевидно, этот очаг использовался и для чернометаллургического производства, и для металлообработки железа и меди. Данные находки подтверждают, что наши предки занимались охотой и рыбной ловлей. Найдено до десятка железных наконечников стрел, бронзовый рыболовный крючок, грузило. На поселении найдены украшения древнего леземского костюма, бронзовые подвески и пронизки, цепочки, детали пряжек, медные перстни, золоченые, серебряные, стеклянные, янтарные, бусы, бисер. В 2024 году селу Лезем исполняется 438 лет. За эти столетия поселение из 8 дворов претерпело большие изменения. Сегодня здесь развито сельское хозяйство, строительство, традиционно развивается лесная отрасль. И главное, что большая часть молодежи, продолжая традиции старшего поколения, вкладывает все свое умение и силы в процветание своей малой родины. Приглашаю новых зрителей и подписчиков на мои каналы в YouTube и на платформе Яндекс.Дзен. Адреса вы видите на экране. Здесь вы можете посмотреть аэросъемки сел и деревень, снятых теперь уже в 10 районах Республики Коми, включая некоторые населенные пункты Сыктывдинского и Прилузского районов. Пишите комментарии, участвуйте в обсуждениях, делитесь своими историями и воспоминаниями по сюжетам видео. Информация и фотографии, использованные при создании видеоролика, взяты с сайтов, ссылки которых указаны под описанием к видео.